Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Утверждены 9 парламентских комитетов Народного собрания 7-го созыва, избраны их председатели. Работает ли постановление правительства по недопущению необоснованного роста цен на рынке продовольственных и других видов товаров? Абхазские и российские сельхозпроизводители обсудили методы повышения урожая и улучшения его качества в нынешних экономических условиях. В выставочном зале Музея Московского педагогического государственного университета открылась персональная художественная выставка графики Рауфа Барциц. 12 вопросов было включено в повестку дня второго заседания сессии парламента 7-го созыва, которая состоялась в среду, 27 апреля. Новый состав утвердил 9 парламентских комитетов, а также их персональный и численный состав. Также были избраны председатели парламентских комитетов. Все подробности в репортаже Гугуца Вардания. На втором заседании сессии парламента депутаты единогласно утвердили 9 постоянных комитетов по государственно-правовой политике, бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, экономической политике, реформам и информационным технологиям, обороне и национальной безопасности, социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны, образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, культуре, делам молодежи и спорту, международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками, аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Затем был утвержден персональный состав комитетов. Далее путем тайного голосования избрали председателей, предварительно представив кандидатов. Дауд Хутаба возглавил комитет по государственно-правовой политике. Дауд Витальевич обладает профильными академическими знаниями и существенным юридическим опытом практической работы. Он является выпускником юридического факультета АГУ, затем продолжил учебу и защитил кандидатскую диссертацию в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации в Москве. Более 10 лет преподает юридические дисциплины в АГУ, но обладает внушительным опытом работы юристом в законопроектном отделе, в этих стенах, в парламенте Абхазии. Кроме того, Дауд Витальевич является членом комиссии по конституционной реформе, которая была учреждена в октябре 2020 года указом президента и которая работала над проектом поправок в Конституции. Резу Зантария возглавил комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Резу Платонович немалоизвестный человек в Абхазии. Знаете, на каких должностях он работал, многие годы руководил Черноморэнерго, большой опыт у него в области энергетики и долгое время ведет успешно бизнес. Я думаю, что в этом комитете он справится с возложенными на него обязанностями. Рашида Айба избрана председателем комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Сама по себе очень сердобольный человек. Работала в должности зампредседателя профсоюзов и образования. Так что обладает всеми качествами личными и профессиональными. Так что прошу всех поддержать. Инар Сацба, председатель комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Несмотря на достаточно молодой возраст, Инар Астикович имеет богатый опыт работы и очень серьезный послужной список. Должен сказать, что после завершения обучения в Абхазском государственном университете по программе магистратуры обучался в Казанском университете, а Казанский университет считается таким флагманом высшего образования Российской Федерации. Более того, в 2016 году возглавил соответствующую IT-лабораторию в нашем Абхазском госуниверситете и под его началом несколько десятков наших молодых специалистов получили профильное образование. Беслан Халваш возглавил комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Тимур Шергелия стал председателем комитета по обороне и национальной безопасности. Винори Бебия возглавил комитет по культуре, делам молодежи и спорту. Алхаз Барциц – председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Тимур Бея – председатель комитета по аграрной
аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Вновь избранные руководители и члены комитетов будут работать, что называется, на прием. Много законопроектов, которые есть приняты в первом чтении, во втором, есть поступившие от субъектов законодательной инициативы. Мы их все внимательно рассмотрим, да, и на следующей сессии парламента, плюс внутренним нашим каким-то организационным вопросам, да, мы обязательно рассмотрим вопросы повестки дня, которые не требуют и не терпят отлагательности. Руководители комитета ежеквартально должны будут информировать парламент о проделанной работе в рамках плана законотворческой деятельности, а впоследствии делать ежегодный отчет на сессии Народного собрания парламента Абхазии. Я думаю, это будет дополнительным стимулом для выверенной работы парламента. Председатели комитетов поблагодарили коллег за оказанное доверие и выразили надежду на плодотворную работу. Много работы. Я надеюсь, мы все справимся с этой работой очень умело. И уже в ближайшее время население наши граждане увидят те результаты, те плоды, которые мы сможем осуществить. Что касается нашей работы. Всем еще раз большое спасибо и удачи во всех начинаниях. Большой объем работы, который нам всем предстоит совместно. И думаю, наше совместное усилие приведет к тем результатам, которые ожидают наши избиратели, ожидаем мы сами. В предыдущем созыве парламента также работало 9 комитетов. В завершении сессии парламента вице-спикер Фазлы Биавицба рассказал о своем участии в мероприятиях, посвященных юбилею героя Абхазии Султана Сосналиева, которые проходили в Нальчике. Фазлы Биавицба добавил, что очень важно активно работать над укреплением отношений с добровольцами из Северного Кавказа. Нас приняли на высшем уровне. Также в этих мероприятиях принимали участие наши юные борцы. Мы заняли 3-е место. Супруга генерала Любовь Сосналиева передала спикеру парламента Лаше Ашуба памятные подарки. Передали вам поздравления, пожелали вам больших успехов с избранием и с назначением. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Спикер парламента Лаше Ашуба поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко и председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с Днем российского парламентаризма. Спикер выразил уверенность, что сложившиеся традиции взаимодействия парламента в Абхазии и России на основе соглашения о межпарламентском сотрудничестве будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. Народное собрание парламента Абхазии придает большое значение перспективам многопланового сотрудничества с Госдумой. Пользуясь случаем, от имени своих коллег-депутатов выражаю готовность придать новый импульс сложившимся между нашими парламентами контактам, подчеркнул Лаше Ашуба. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с вице-премьерами правительства, а также министром по туризму ситуацию в энергосистеме страны, в частности, собираемость платежей и погашение задолженности. Участники встречи констатировали заметное снижение нагрузки на электросети и, как следствие, отмену веерных отключений. Особое внимание было уделено вопросу погашения задолженности за потребленную энергию объектам курортной сферы. Министерству по туризму поручено решить эту проблему в короткие сроки и исключить накопление долгов впредь. Участники совещания обсудили исполнение поручений по итогам проверки Федерального казначейства России в рамках реализации соглашения о софинансировании зарплаты отдельных работников бюджетной сферы Абхазии. Александр Анкваб отметил, что выявленные нарушения необходимо устранить в ближайшее время, особенно в системе здравоохранения. Кроме того, обсуждалась работа правительственной комиссии по возмещению ущерба гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий в прошлом году. Аппарату правительства поручено усилить контроль за этим процессом. МВД Абхазии продолжает работу по обнаружению и пресечению незаконного подключения устройств для извлечения криптовалют на организованных майнинг-фермах. Репортаж пресс-службы МВД. В телебеде с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии совместно с Департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики Абхазия при силовом сопровождении СОБР Министерства внутренних дел обнаружена действующая майнинг-ферма. На момент прибытия оперативной группы по данному адресу функционировало 320 аппаратов по добыче криптовалют общей мощностью потребляемой электроэнергии в 400 киловатт. Владельцами объекта являются Харчилава Кахабир Русланович и Тодуа Зураб Станиславович.
Оборудование изъято и доставлено на хранение в специализированные склады МВД Абхазии. В отношении нарушителей за незаконное подключение к энергосети для осуществления деятельности по добыче криптовалют составлен административный материал в соответствии с частью 2 статьи 96 прим. 1 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба дал интервью известному российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву в прямом эфире программы «Соловьев Лайв». Инал Ардзинба высказал свою точку зрения по ситуации на Украине, Приднестровской Молдавской Республике, а также по вопросам региональной безопасности. Глава МИД также затронул вопросы упрощения режима пересечения абхазо-российской границы, работы международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также рассказал об отношениях со странами, признавшими суверенитет Абхазии. Смотрите интервью после выпуска новостей. Министерство иностранных дел Абхазии выражает крайнюю обеспокоенность нарастающей напряженностью вокруг Приднестровской Молдавской Республики. Об этом говорится в заявлении, распространенном 27 апреля. Нынешняя эскалация напряженности происходит на фоне открытых угроз со стороны высокопоставленных украинских чиновников, которые не исключают возможности вторжения в Приднестровье для оказания военной поддержки Молдове в решении конфликта, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В МИД Абхазии предупреждают о том, что ПМР обладает достаточным военным потенциалом для обеспечения своей безопасности. Кроме того, в Приднестровье дислоцируется оперативная группа российских войск, которая также призвана обеспечивать мир и безопасность в регионе. В этой связи хотели бы предостеречь горячие головы в руководстве Украины и Молдовы от принятия решений, которые могут быть необратимые, которые могут иметь необратимые последствия для их инициаторов, отмечается в заявлении МИД Абхазии. 7 апреля Кабинет министров принял постановление, направленное на недопущение необоснованного роста цен на рынке продовольственных и других видов товаров. Работает ли в полной мере данное постановление, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхелия. На фоне сложившейся экономической ситуации правительство Абхазии выработало меры государственной поддержки, направленные на регулирование цен на основные виды продовольственных товаров. В эту группу товаров вошли масло растительное подсолнечное, масло сливочное, молоко, яйца птиц в скорлупе, сахар, соль поваренная пищевая, рис шлифованный, крупа гречневая, кукурузная мука, кукурузная крупа, фасоль зерновая и вермишель. Предельный уровень наценки по оптовой реализации установлен в размере 10% от таможенной стоимости, в розничной сети в размере 12% от оптовых цен. Со списком основных видов продовольственных товаров мы направились в столичные продуктовые магазины. Первый объект – магазин «Бабаевский». Здесь 1 килограмм сахара стоит 99 рублей. По словам продавцов, закупочная цена – 90. А в магазине «Саид», который расположен рядом, килограмм сахара стоит 110 рублей. Закупочная цена – 99. Рядом в магазине сахар стоит 99 рублей. Закупочная цена 90. У вас 110. Да. Когда покупают много, когда человек покупает, они могут скидку сделать. Она была другая, другая, потом дороже упала. Дороже было. Может и сейчас упала, поэтому не так дешевле. Местные жители, как и отдыхающие, обратили внимание на повышение цен как на основные виды продовольственных товаров, так и на бытовую химию. Я живу в Сочи, и в Сочи сахар стоит всего 60 рублей, а я приехала сюда, и сахар тут стоит очень дорого, где-то 100, где-то 110, здесь 110. Вот. В Москве тоже цены на сахар в пределе 70 рублей. Вообще, в принципе, много где в магазинах здесь очень дорогие цены. У нас магазинчики на сегодняшний день 50. Сахар? Да. Вы откуда приехали? С Крыма, Ялта. 50. В другом 68. Поставщик местных оптовых баз – Россия. Следовательно, оптовые покупатели уже с надбавкой приобретают товар у владельцев складов. Далее с наценкой 10% реализуют товар у себя в магазинах. Например, кофе было еще позавчера было 120, а теперь 140. Закупочный 115. А как продавать? Поэтому... это безвыходно. Как поднялась цена, конечно, это бьет по всем карманам. У людей нет таких зарплат. Прожиточный минимум да. И поэтому первое время было тяжело, конечно. Но теперь немножко урегулировалось, цены стали ниже. 10% это очень мало от закупочной цены, но выхода нет, ничего не добавлять нельзя. Поэтому
Уже привыкли даже, можно так сказать. Сахар сколько у вас? Сахар у нас стоит 110 рублей, гречка стоит 100 рублей. Манная крупа пока новая не купили, еще по старой цене есть. Очень много товаров, даже по химии все старые цены. Яйца? Яйца 80 рублей, это недорого, нормально. Сахар, вы сказали, 110, да? Закупочная цена сахара какая? Вот это я не могу сейчас сказать, потому что я всего лишь 3-й день работаю. Как они принимали, я не знаю. Я приняла товар уже по новым ценам. В магазине «Соломон», расположенном в Сино, 50 яиц стоит 90 рублей. По словам продавца, закупочная цена – 75. Макароны «Макфа» – 85 рублей, закупочная – 70. Сахар – 120 рублей, закупочная – 100. Подсолнечное масло «Золотая семечка» – 180 рублей за литр, закупочная – 150. 20% накидываем. Почему вы добавляете 20, если везде 10 и 15%? Это от чего зависит? Ну, это зависит от... постоянно же цены меняются. На что-то 10, на что-то 15, на что-то 20%. Сахар почему в Сочи стоит 60, а у нас 110 рублей? А если поставщик Россия? Ну, это уже зависит от наших оптовых. Вы начните с них, а вот потом уже к продуктовым магазинам. Потому что они свою цену сами устанавливают. Нету какой-то определенной ценовой политики в Абхазии, и никто за этим не следит абсолютно. Далее мы направились в оптовую компанию «Премиум». Однако сотрудника, отвечающего за цены, на месте не оказалось. На наши вопросы никто не смог ответить. Правительство предприняло меры, чтобы остановить необоснованный рост цен на продукты первой необходимости. Однако, как выяснилось, за выполнением постановления Кабинета министров необходим контроль, так как соблюдать его предписания поставщики и владельцы многих продуктовых магазинов не спешат. Сария Кварацкеля, Арина Агухава, Абхазское телевидение. В Доме Москвы прошла конференция, объединившая абхазских и российских сельхозпроизводителей. На встрече обсуждались методы повышения урожая и улучшения его качества в нынешних экономических условиях. Репортажи с Магуланца. Современные методы повышения урожая и качества плодовых культур и винограда. Под таким названием прошла конференция, объединившая абхазских и российских предпринимателей. Организаторами мероприятия выступил Центр инноваций и развития сельского хозяйства и краснодарская компания «Альпика Агро», поставщик средств защиты растений. В Абхазии компания работает уже около 3 лет. Гендиректор «Альпика Агро» Сергей Кирбабин рассказал о ситуации в пестицидном бизнесе в нынешних экономических условиях. Сегодня время, когда нам нужно меняться, нам всем вместе. Меняться заставляет нас жизнь, и от чего-то привычного придется отказаться. В такой вариант возможен. Мы действительно сейчас проводим очень большую работу по так называемому импортозамещению внутри нашего портфеля, да, которые, если мы видим, что препарат стоит в угрозе поставки или нет, мы пробуем сейчас подобрать ему замену и оценить, как он будет работать в тех или иных условиях. Листера – еще один производитель средств выращивания, защиты и удобрения сельскохозяйственных культур. Руководитель краснодарского отделения компании Кирилл Алексеев рассказал о становлении и развитии бренда. Пандемия, закрытие границ, международная политика – все эти факторы влияют на производство. С каждым годом рынок становится все интереснее и интереснее, серьезнее и, возможно, сложнее. Столкнулись мы с тем, что зависимость между производством пестицидов, она колоссально серьезная, и она очень связана с любыми политическими изменениями. На сегодняшний день Россия – основной поставщик средств защиты растений в Абхазию. Происходящие в пестицидном бизнесе изменения ощущают на себе и наши сельхозпроизводители. Изменилась ситуация по поставкам и органических удобрений, минеральных удобрений, средств защиты. Сейчас будут новые средства защиты. Какая-то замена. Наш предприниматель должен быть готов к этому. Мы привыкли на слуху, да, какие-то препараты, которые мы традиционно пользовались. Но сейчас все это может поменяться. Поэтому то, что сегодня происходит, это очень своевременно и дает какой-то ориентир. На конференции была презентована книга «Производство фундука в условиях Абхазии». Ее авторы – кандидат сельскохозяйственных наук Анна Малыхина и профессор Гжегош Цислинский. Материал для книги собирался по всем районам республики в течение 3 лет. Мы занимались исследованием почвы, проводили агрохимические анализы, проводили сравнительную характеристику участков под орехом,
фундук. И все материалы получены, изложены в этой книге. Там сделан анализ содержания азота, фосфора, калия, микроэлементов. И как макро- и микроэлементы влияют на продуктивность ореха фундука именно в условиях Абхазии. Потому что климат очень сильно отличается от климата Краснодарского края, Ставрополья, Дагестана. Здесь уникальные условия для этой культуры, но есть ряд особенностей. На конференции выступили представители других ведущих сельскохозяйственных компаний регионов России. Участники делились опытом и обменивались мнениями. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился со специалистом по вопросам общественного здравоохранения, координатором гуманитарной и технической поддержки ВОЗ в Абхазии Нунай Далян, сообщает пресс-служба Минздрава. Во встрече участвовала помощник министра Алиса Мато. Нунай Далян предложила помощь в организации лечения граждан с постковидным синдромом, возможность приезда в Абхазию специалистов в этом направлении для обмена опытом с местными медиками. В свою очередь Алиса Мато отметила, что в Абхазию прибыл эксперт ВОЗ по лабораторной диагностики, который будет проводить тренинги по биобезопасности. Эдуард Бутба поблагодарил за поддержку, которую ВОЗ оказывала в период пандемии, но при этом отметил, что работа организации в республике и впредь должна координироваться с Минздравом. Со своей стороны Далян отметила, что ВОЗ готова к дальнейшему сотрудничеству. Общественная палата объявляет о приеме заявлений от политических партий и общественных организаций на замещение 2 вакантных мест путем конкурсного отбора. Прием документов будет осуществляться до 16 мая. Телефон для справок 226 02 38. Членом общественной палаты может быть гражданин Абхазии, достигший возраста 21 года. Членами палаты не могут быть президент, вице-президент, депутаты парламента, члены правительства, судьи, иные лица, замещающие государственные должности, члены органов местного самоуправления. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера готовятся к премьере спектакля «Маркес. Сны одиночества». В преддверии премьеры в Росдраме прошла пресс-конференция генерального директора театра Ираклия Хиндба и постановочной группы спектакля. Чем на этот раз удивит зрителей Росдрамы и в чем особенность новой постановки? Репортаж Шазина Ханагуа. Роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «100 лет одиночества» – одно из наиболее характерных и популярных произведений в направлении магического реализма. Это одна из самых читаемых книг в мире. В то время, когда роман появился на русском языке, была острая потребность в сказке, в отвлечении от регламентирующей все на свете реальности. Поэтому в любые тяжелые времена стоит обратиться к «100 лет одиночества» – роману, который утверждает, что человек победит даже забвение. Надо сейчас задуматься о времени, задуматься о себе. И этот спектакль по великому роману Габриэля Гарсиа Маркеса, мне кажется, дает нам возможность это сделать. Маркес «Сны одиночества» – это фантазии в духе магического реализма, завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады, до эпоса и философской притчи. Особенность данного спектакля состоит в том, что в нем играют только женщины-актрисы. Задача Росдрама через погружение в этот материал высказаться о том, что нас волнует и беспокоит. Это была такая концепция, сознательно, да, выбрана. И им, конечно, пока очень непросто. Они пока вот только, мне кажется, начинают пробовать на вкус вот то, с чем приходится работать. Этот текст, эти смыслы, эти образы и все остальное. Я очень надеюсь, что они смогут все-таки сделать какое-то, может быть, даже в чем-то сверхъестественное усилие для того, чтобы сыграть в этом спектакле так, как этого требует материал. Спектакль состоит из 3 частей. Режиссер-постановщик Мария Романова. Это ее 6-я работа в Росдраме. Все ее спектакли пользуются зрительским успехом. Будь то это ощущение нашей первой любви или наших каких-то переживаний чувственных, попытки не быть одному в этом мире,
Потом это также то, что связано с социальной сферой, и кто я, и как на меня воздействует все, что происходит вокруг. И точно так же третья часть – это исход, уход, тема смерти. В принципе, как мне кажется, я к этой теме отношусь очень философски, и мне кажется, это лишь, смерти нет, это лишь переход в какое-то иное качество. Творческая команда, работающая над спектаклем, известна абхазскому зрителю. Это художник-постановщик Мария Филаретова, художник по свету, лауреат «Золотой маски» Денис Солнцев, он же художник по свету в «Кровавой свадьбе» Солярисе, художник по костюмам Наташа Шпанова и режиссер по пластике Анна Закусова. Это ее первая работа в Русдраме. Когда я впервые попала в Абхазию, у меня, честно говоря, было ощущение, что я попала в этот роман. И я его очень люблю. Это, наверное, даже на самом деле моя любимая книга. И то, что я сейчас этим занимаюсь, это для меня какое-то невообразимое счастье. И то, что как все происходит, у нас сначала было совершенно другое решение, другой макет. И он сам каким-то волшебным образом это все рассыпалось, и стало все происходить тоже практически независящим от меня способом, и декорации просто появляются, сами собой практически. Премьерные показы спектакля «Маркес. Сны одиночества» состоятся 29 и 30 апреля, а 28 апреля для журналистов состоится предпремьерный показ. Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение. В выставочном зале Музея Московского педагогического государственного университета открылась персональная художественная выставка произведений графики доктора педагогических наук, профессора, академика РАИ, члена Московского союза художников и Союза художников Абхазии Рауфа Барцыц. Наиболее интересной и значимой темой для художника с первых шагов является тема малой родины, родного края, его история, обычаи, красота и культура народа. На выставке представлены более 40 работ авторских литографий. Серия работ, выполненных в технике литография на тему «Исторические мотивы Кавказа, детство, мои земляки, исторические мотивы Абхазии». Выставка продлится до 1 июня. Вопросы организации юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Абхазского радио, обсудил Александр Анкваб с руководством Абхазской гостелерадиокомпании. Генеральный директор АГТРК Ирина Агрба ознакомила премьер-министра с планом мероприятий, включающих в себя специальную фотовыставку в Центральном выставочном зале, отражающую историю развития национального радиовещания, и торжественную часть, которая состоится 29 апреля в Госфилармонии. В обсуждении организационных вопросов, в частности, и перспектив развития радиовещания в целом приняли участие замгендиректора АГТРК Анна Гуня и директора Абхазского радио Атгур Гунба. 30 апреля Абхазскому радио исполняется 90 лет. В честь этой знаменательной даты 28 апреля в 13 часов в Центральном выставочном зале откроется фотовыставка «Итшажует Ахуа». Кроме того, 29 апреля в Абхазской госфилармонии состоится торжественный вечер и праздничный концерт с участием музыкальных коллективов республики, начало которого в 18 часов. Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие и отметить с нами день рождения Абхазского радио. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 28 апреля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Лишь местами к концу дня возможен слабый дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.